Большой десантный корабль «Иван Грен» проекта 11711 отправился в Балтийск для прохождения испытаний. Проект 11711 разрабатывался еще с конца 80-х, однако постройка фактически началась лишь в 2008 году, а сам корабль еще долго корректировался. И вот что получилось в итоге. Водоизмещение корабля «Иван Грен» 5000 тонн, скорость хода до 18 узлов. Дальность плавания до 3500 миль при автономности 30 суток. У России появился не просто первый большой десантный корабль, но и отражение новой концепции – возможности отдаленного десантирования. Корабль может плавать месяц, патрулируя регион с возможностью высадить десантников с техникой. Всего корабль может транспортировать до 300 десантников и до 13 танков или до 36 БМП. Уделено внимание и комфортному расположению десанта и экипажа, а вентиляция позволяет заранее прогревать двигатели, что очень важно в условиях низких температур. Из вооружений на Иване Грене установлены АК-630М2 «Дуэт», две АК-630М с системой управления огнем 5П-1003 «Ласка» и приятное дополнение две 14,5 мм МТПУ «Жало», которые подавят точечные цели при высадке десанта. Для защиты от ракет противника есть комплекс выстреливаемых пассивных помех КТ-308-04 «Просвет-М». Также имеются два вертолета К-29, хотя противодействие кораблям противника и не входит в прямую задачу. Интересно, что у корабля проекта 11711 есть возможность транспортировки на верхней палубе морских контейнеров и оборудования с краном грузоподъемностью в 16 тонн. В общем, несмотря на долгое строительство, Северный флот в этом году получит десантный корабль, вполне соответствующий боевым задачам региона. Представитель Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» Сергей Михайлов. БТК перешел на сдаточную базу в городе Балтийске, где начались заводские ходовые испытания корабля, которые пройдут на полигонах Балтийского флота в Балтийском море. Никаких причин для внепланового возвращения корабля на акваторию завода нет. Помимо Ивана Грена будет построен еще один корабль проекта 11711 «Петр Моргунов». Он был заложен 11 июня 2015 года. Корабли новой конструкции будут перевозить до 500 десантников и нести до 8 вертолетов. Есть в планах и оборудование их док-камерой для малых десантных кораблей на воздушной подушке и десантных катеров. Большие десантные корабли нового поколения начнут поступать в военно-морской флот России уже к 2020 году, поэтому не стоит думать, что из-за сокращения строительства БТК одного проекта у нас не будет средств для организации загоризонтного десантирования морской пехоты.